Озеро Рица, Беследский мост, каменный мешок, пейзажи Гагры. Эти и многие другие работы можно увидеть на выставке известного абхазского художника-керамиста Аслана Нанба, для которого главным вдохновителем всегда остается родная Абхазия. Важная часть творческой фантазии художника – изготовление керамических изделий. Любимые образы – люди, а главный герой – абхаз. Художник изображает его в различных планах и настроениях: улыбки, восторженные и смешные лица. Изготовлением керамических изделий Аслан Нанба занимается с самого детства. И как любой творец, он не боится экспериментировать, используя в работе различные виды глины. 3 глины использую. Гвардейская, белая, фарфор. Кстати, у нас есть фарфор. Люди многие интересовали, где этот фарфор находится. И абхазская глина. И сухумская. Они каждый отличается от все эти 3 глины, они свои разновидности имеют. Образы животных, различные статуэтки, предметы быта, вазы, кувшины и сувениры. Все эти, на первый взгляд, совершенно разные работы схожи в одном. Они пропитаны национальным колоритом. Любовь к родине живет в каждом труде Аслана, отмечают его друзья. В керамике и в глиняной скульптуре я тут буквально насчитал 23 типажей лица абхазца в разных. Сразу узнаешь, что это его именно работа. Значит, у него есть свой почерк, у него есть свой подход. Мне, например, нравятся его изделия. Столько фантазии, столько вот всего такого оригинального. Он керамист, да, и для нас керамика. Это неожиданно. Вот он на живопись перешел, и прекрасно получается. Аслан Нанба окончил Сухумское художественное училище, затем продолжил учебу в Тбилисской государственной академии художеств. Работы абхазского художника-керамиста известны не только у нас на родине, но и за ее пределами. Они хранятся в частных коллекциях в США, Израиле, Греции и странах СНГ. В коллекции художника около 100 работ, но нет еще самой главной. Аслан Нанба признался, что мечтает создать полную композицию персонажей из нардского эпоса. Выставка продлится до 3 августа. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.